будет безопасность сети интернета. Потом у нас Антон Сергеевич, потом Радомир Николаевич и в конце Алексей Алексеевич. Государство таинственную тему. Да, и один ребенок расскажет. Альберт, Zoom работает, да, сейчас? Этот вышел, да, на нас? Послушаем, что он скажет. Тоже оригинальный тема. Так вот, как идем? Да? Слышно, да, меня? Могу, да, уже говорить? Да. Добрый день. У нас очередная сессия нашего вебинара, который называется «Межрегиональный вебинар для регионального отделения Малой академии наук Республики Саха-Якутия». Малая академия наук – это организация, которая 20 лет работает в Якутии именно с одаренными детьми, и сейчас работает как региональный центр по нахождению и поддержке одаренных детей, который создан по модели образовательного центра «Сириус» фонда «Талант и успех». Пожалуйста, ходите, да, наш известный ученый пришел к нам. Да. Ага. И вот мы сегодня, значит, обсуждаем вопрос, который называется «Цифровая безопасность». Сегодня 19 мая 2021 года. Недавно произошли события, которые взволновали большую часть мира. Это, значит, атаки на очень большие инфраструктурные проекты, которые в Америке произошли. Это Colonial Pipeline, позволившая, значит, потерять возможность 40% американцев получить вовремя свои, значит, топливо, бензин, газ, или как он там называется в Америке, для своих автомобилей, да, кстати. То есть фактически жизнь приостановилась, и сейчас была еще атака на SolarWind, да, на такую тоже важную компанию, и, значит, пошли уже, значит, такие большие поиски о том, кто это за этим стоит, кто виноват и прочее. Но с нашей точки зрения, да, важный момент, что хотим, значит, рассказать и попытаться понять эту ситуацию, да, и сегодня у нас в гостях эксперты, люди, которые работают в данной области цифровой безопасности. Я бы хотел сперва передать слово Максиму Анатольевичу Сорочинскому, который сделает такой overview, да, кстати, ревью того, что мы сейчас предполагаем с точки зрения использования нашей сети мировой интернет, которая идет точно так же для отдельного пользователя и также для больших инфраструктурных, значит, систем. И, пожалуйста. Да, большое спасибо, Василий Климович. Да, действительно, мы все столкнулись с такой очень большой проблемой последний год. Это коронавирус. Но, тем не менее, все, что касается развития цифровизации, развития в том числе сети интернет, на мой взгляд, все-таки, несмотря на все эти негативные последствия коронавируса, он все-таки способствовал цифровизации. По крайней мере, в нашей стране это точно. И сегодня я хочу сделать такой небольшой обзор основных правил поведения в сети интернет и как обеспечить безопасность в сети интернет. Ну, начну вначале с небольшой статистики. Это свежая статистика января 2021 года.
о том, сколько населения в нашем мире. Это вот 7,83 миллиарда человек, из них 56% это городское население. До этого времени вот уникальных пользователей мобильного интернета насчитывается вот порядка чуть больше 5 миллиардов, пользователей интернета 4,66 миллиардов и пользователей социальных сетей чуть больше 4 миллиардов. Если говорить о российской статистике, то здесь цифры намного интереснее. Мобильного взаимодействия здесь выражается у 228 миллионов человек, то есть это 156% от общего населения. Но здесь имеется в виду в том числе то, что у одних людей может быть несколько мобильных телефонов, в том числе несколько устройств. Что касается использования сети интернет, это сетью интернет пользуется 85% населения нашей страны, 124 миллиона. По сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась почти на 5%. И пользователи социальных сетей — это 99 миллионов человек. Теперь, что касается, ну вот это на самом деле статистика очень хорошо показывает, насколько из года в год среди населения идет развитие различных коммуникаций с помощью технологий. И, конечно же, развитие технологий внесет за собой определенные риски. Я взял основные виды интернет-рисков, которые были разработаны Фондом развития интернета и компанией МТС. Вот среди них они выделяют 5 основных рисков. Первое — это контентные риски, то есть все, что связано с контентом в сети интернет. Далее это коммуникационные риски, все, что связано со взаимодействием в сети интернет. Потребительские риски, то есть сейчас у нас очень много сделок, купли-продажи различных товаров, доставки совершаются тоже через сеть интернет. Это является тоже одним из полей для мошенничества. Технические риски сюда относятся повреждения программного обеспечения, вирусы, конфиденциальность информации, взлом. И отдельным блоком отмечена интернет-зависимость. То есть среди психологов, среди педагогов эта тема очень актуальна, ввиду того, что с каждым годом возраст интернет-зависимых становится все меньше и меньше, то есть даже маленькие дети уже подвержены интернет-зависимости. И основные векторы эволюции вот этих рисков, вот, например, коммуникационные риски, здесь эволюция от кибербуллинга, заканчивая там опасными экстремистскими сообществами. Контентные риски — это негативный контент. Постепенно, конечно, исчезает с открытого пространства сети интернет, но, тем не менее, перетекает в закрытые каналы, в закрытые группы, в социальные сети, в том числе в онлайн-игры. Потребительские риски, то есть здесь мы говорим в том числе о платных подписках, которые есть во многих сервисах, которые относительно безопасные, и до опасного онлайн-шоппинга или фишинга, когда наши данные пользователей воруют в сети интернет. Что касается интернет-зависимости, то здесь, как я уже сказал, снижается возраст возникновения чрезмерной увлеченности сетью интернет, компьютером, есть уже мобильная зависимость. И технические риски — это от вредоносных программ вирусов, заканчивая различными другими проблемами использования новых технологий. Ну и основные моменты я здесь озвучу. Вот что такое негативный контент у нас определено в федеральных законах. Это федеральный закон номер 149 и 436. Здесь конкретно на слайде отражено, что является в том числе для детей запрещенным контентом и что является контентом, запрещенным к распространению среди детей. Это на самом деле очень важно. Что касается вот коммуникаций, здесь, наверное, на первую роль выходит онлайн-травля или кибербуллинг, по-другому это называется.
с этим связаны вот очень большие трагедии, которые происходят по всему миру, и с этим, конечно же, надо бороться. Далее, это что касается интернет-мошенничества, особенно очень актуально на различных интернет-площадках. Оно развивается, когда у нас под предлогом купли или продажи какого-либо товара пытаются похитить либо нашу информацию, там информацию о наших банковских картах, либо списать с нас деньги, либо товар может этот быть некачественным. То есть вот здесь тоже очень большое поле для мошенничества. И таким образом компания Mail.ru Group вот совместно с порталом Учеба.ру разработала 15 основных правил безопасного пользования сетью интернет. Там будет дальше на слайде ссылка, можно будет со всеми правилами ознакомиться, я озвучу только вот основные. Самое первое правило — это будьте внимательны. То есть вся информация, которую мы загружаем в сеть интернет, она у нас там сохраняется. Все фотографии, которые мы отправляем, они хранятся на серверах компаний, то есть все, что попадает в сеть, так или иначе хранится. И вот здесь на слайде представлен посадочный талон. На самом деле я не зря его сюда поместил. Мы очень часто не задумываемся о тех материалах, которые мы размещаем в сети, в том числе вот в социальных сетях. Например, многие, когда путешествуют куда-то, летают, размещают там в Инстаграме свой посадочный талон и даже не задумываются о той информации, которую они размещают. Вот, например, по штрих-коду на посадочном талоне можно спокойно, имея программное обеспечение, выяснить паспортные данные, фамилия, имя, отчество, и даже на некоторых, вплоть до того, что на некоторых сервисах можно там отменить полет. Ну и, соответственно, это дает волю, пищу для размышления мошенникам, то есть люди, которые знают, что вас в конкретное время, в конкретный день не будет, например, дома, могут узнать ваш адрес, и, соответственно, вы станете доступной мишенью. Следующее правило — это нужно уметь распознавать злоумышленника. Очень часто нам в социальных сетях, в мессенджерах пишут незнакомые люди, пишут и взрослым людям, и детям, и нужно уметь с ними общаться, то есть не давать им никакой лишней информации, в том числе фотографий, и не нужно присылать никаких банковских и личных данных. Вот, например, один из самых популярных способов мошенничества на слайде представлен. Это когда например, досках объявления вам пишут люди, которые, особенно это бывают люди из других регионов, которые предлагают вам или купить, или продать товар и скидывают ссылки, очень похожие на ссылки с официальных сайтов. И переходя по ним, там есть поле для ввода, например, банковской карты, и если мы введем туда свою банковскую карту, с нее будут или списаны средства, или, соответственно, ее данные похитят. То есть здесь тоже нужно очень внимательно на это смотреть. Следующее — это все, что касается хранения данных и внимания к тому, что мы размещаем на сайтах. Есть протокол, который называется HTTPS. Многие из нас, думаю, замечали, что когда мы заходим на сайт государственных услуг, на банковские сайты, в любом браузере появляется такой зеленый замочек, там, где вот строка ввода сайта. Он говорит о том, что у нас все данные, которые мы пишем на этой странице, они шифруются и защищены. Поэтому на это тоже нужно обращать особое внимание. Следующее правило звучит как «тренируйте память». На самом деле оно про то, что надо выбирать хорошие пароли, потому что мы стали очень зависимы от сети интернет. Все сервисы, которыми пользуемся, социальные сети, электронные почты, очень часто люди делают одинаковые пароли или делают очень легкие пароли, и это может пагубно сказаться. И вот здесь, например, представлено 3 варианта пароля. Первый, например, пароль можно взломать за 5 минут, второй
пароль — это вот, кстати, слово «пароль» только на английском языке взламывается за 2 секунды. И вот третий пароль, там, где использованы и заглавные, и маленькие буквы, цифры, и специальные символы, нижние подчеркивания, чтобы его взломать, нужно примерно 33 года. Эти данные с сайта лаборатории Касперского, вот по адресу passwordkaspersky.com, можно проверить свой пароль на безопасность. Также очень многие сервисы, очень многие системы сейчас, они перешли на двухфакторную аутентификацию, которая позволяет, помимо того, что мы вводим пароль, мы еще и подтверждаем, приходит письмо, там, например, на электронную почту или на мобильный телефон, и мы еще раз подтверждаем, что это мы, что это действительно мы. Следующее — это проверяйте информацию. То есть всегда в сети интернет нужно проверять ту информацию, которую мы читаем, с которой мы знакомимся, потому что она не всегда может быть достоверной, поэтому нужно обязательно смотреть на несколько источников, можно ли этому источнику доверять. Вот, например, такой сборник информации, как Википедия, свободная энциклопедия, так как он собирается, множество людей участвует в его формировании, то там информация тоже может быть не всегда правдивой и не всегда актуальной, поэтому необходимо находить первоисточники и их перепроверять. Следующее — это то, наверное, чем грешат многие подростки, это соблюдение сетевого этикета. То есть как принято в реальном мире, так и в виртуальном мире необходимо все-таки соблюдать определенный этикет, элементарные правила грамотности, приличия, и это все будет способствовать тому, что тот же кибербуллинг у нас не будет развиваться. И седьмой и, наверное, главный секрет — это не нужно делать в интернете ничего того, чего бы вы не стали делать в реальной жизни, в физическом мире. То есть, например, если кто-то стучится в нашу дверь, мы его не знаем, мы ему не будем открывать дверь. То есть к интернету нужно применять вот ровно такие же правила и принципы. Вот все основные правила можно найти на сайте учеба.ру, там всего их 15 правил, и думаю, очень полезно будет с ними ознакомиться. И кто хочет, вот так чисто для развлечения, я еще здесь подобрал небольшой профориентационный тест, который позволяет определить, кто мы из мира IT. Можно зайти по QR-коду ВКонтакте, пройти небольшой тест и определить, кто мы из цифровых героев, то есть какая профессия в мире IT нам подходит больше всего. Ну и на этом у меня все. Всем спасибо. Спасибо большое, очень интересно было, да, так сказать. Сейчас же мы постоянно, значит, имеем дело с разными профориентационными платформами, и, видимо, так сказать, каждый раз предлагает нам протестировать наших детей, чтобы предложить им какое-то готовое направление деятельности, да, так сказать, и поступление в те или иные вузы, и потом определенную работу. Но, как мы знаем, жизнь невероятно сложна, и пути развития у человека могут быть совершенно разные, и тем они и интересны, да, так сказать, это развитие. Никто не может определить, каким оно будет и прочее. Для этого существуют как раз университеты, где сообщество людей, исследователей, людей, которые пытаются узнать окружающий мир путем научного метода, и существует. И как раз общаясь в этом сообществе, люди уже начинают понимать, имея много времени, чем они будут дальше заниматься. Поэтому, ребята, когда вы поступаете в университеты, подумайте о том, чем вы будете дальше заниматься. В общем-то, то, что показывает там и все эти тесты, это является просто поддержкой, ну, и, как говорится, помогает вам немножко подумать об этом, да. И сегодня я вот хочу еще раз сказать, что мы находимся в точке кипения Северо-Восточного федерального университета. Это замечательное такое место, где нам позволено поговорить о разных интересных вещах. И как раз все, что мы сейчас говорим, оно транслируется на YouTube напрямую, да, так сказать. И я вот хотел бы немножко предваряя следующего спикера, спросить несколько, вот, ну, вот такой вопрос, да, так сказать, какая существует в Северо-Восточном федеральном университете деятельность в области
области значит, цифровой безопасности? Имеется ли здесь значит, научные группы, школы или есть такое значит, направление преподавания у нашего известного ученого? Пожалуйста, Михаил Юрьевич, здесь как раз он находится, да, пользуясь тем, что он здесь. Добрый день. Я как раз хотел сказать о том, что, наверное, не очень корректно представить меня известным ученым. Все-таки моя сфера научного интереса очень далека от информационной безопасности. Вот, скорее я как представитель буду, да, представитель университета, представитель Института математики и информатики. А вот предыдущий спикер на самом деле очень хорошо и достаточно подробно, наверное, раскрыл, да, то, что сегодня понятие информационной безопасности, оно стало невероятно широким, да. То есть если там во времена моей юности, да, информационная безопасность вот ограничивалась там установкой антивируса, да, на компьютер, то сегодня этот термин охватывает невероятное количество разных сфер, областей деятельности человека. По мере того, как цифровизация захватывает все новые и новые, так сказать, ну, не знаю, там, границы, горизонты, да, у нас идет процесс цифровой трансформации, соответственно, мы понимаем, что цифровые технологии, они повсюду, да, сегодня, и сложно представить область человеческой деятельности, где эти технологии не используются, соответственно, как бы везде там возникают вот эти вот вопросы. Если как бы вот продолжить про те же самые компьютерные антивирусы, да, сегодня мы понимаем, что антивирус надо ставить на телефон, да, стоит острый вопрос, что антивирус надо ставить на умные телевизоры, и уже как бы граничит такой вопрос возникает, что нужно ставить антивирусы, наверное, на умные чайники, на умные там розетки, на умные какие-нибудь пылесосы, да, вот, и это на самом деле одна очень-очень маленькая сфера, да, на самом деле, если мы будем говорить, допустим, про мошенничество в сети интернет, да, это можно делать просто отдельную дискуссионную площадку и весь день только об этом разговаривать. Если говорить про негативную информацию в сети интернет, там, в том числе травлю, в том числе, там, ну, я не знаю, харассмент там и какое-то там вовлечение в какие-то нежелательные группы, да, в нежелательную деятельность, Darknet и так далее, да, это тоже можно делать просто отдельную сессию и целый день разговаривать. У нас здесь как бы время, наверное, чуть более ограничено, да. Вот. Но мы в университете видим сейчас, наверное, две такие, ну, не в университете, в Институте математики, если буду говорить за институт, две такие цели, да, значит, перед нами давно уже поставлена задача об открытии образовательной программы по информационной безопасности. И, ну, поскольку, как я сказал ранее, да, сегодня это очень важная тема, и она находится, значит, в центре внимания, в том числе государства, и, значит, это делает, то есть открытие образовательных программ довольно сложным процессом. Нужны специализированные, высококвалифицированные специалисты, которые обладают соответствующими сертификатами, подтвержденными там уровнями знания, да, требуется специализированное оборудование. И эти специалисты, они на самом деле, к тому же, еще и дорого стоят, да, когда они, в конце концов, все эти знания приобретают, они получают новые возможности на рынке труда и, соответственно, новые возможности там, по получению, допустим, той же самой там, зарплаты, возможно, более конкурентные, допустим, чем в университете. В этой связи вот у нас некая проблема, потому что часть специалистов, которые мы готовили по этому направлению, как бы они, например, нас покинули, да, в результате повышения собственной квалификации. Вот. Но, тем не менее, вроде бы мы вот с этой проблемой работаем. Надеемся, что удастся открыть, да, такую образовательную программу. Еще один момент, вторую задачу, которую мы видим, это открытие образовательных программ для всех студентов всех факультетов. Да, то есть поскольку вот такие вещи, которых вот буквально предыдущий оратор нам сказал, да, об этикете цифровом, да, о там, каких-то базовых вещах, которые каждый студент должен знать, мы должны учить всех, и медиков, и геологов, и географов. Они все должны знать, что нельзя делать пароль 1, 2, 3, 4, 5. Они все должны знать, что нельзя, так сказать, да, фотографии там, своих билетов, да, авиабилетов или своих карточек, там, да, значит, выставлять в интернет, что нельзя делать, там, не знаю, точки доступа с паролем, который по умолчанию установлен там производителем и так далее, да. Таким вещам мы должны тоже учить всех, и, соответственно, перед нами стоит еще задача плюс разработать такой курс тоже для всех студентов вуза, чтобы обучать вот таким базовым вещам, которые все должны знать, что надо делать, когда вам друг пишет во ВКонтакте, что срочно кинь мне деньги на карточку, что делать, когда у вас там, грубо говоря, вам звонят и говорят, я из банка, там, продиктуйте мне пин-код, да, который вам придет на телефон, там, или что-то там вроде, да, вот это две задачи, которые я вижу. Мы сейчас над ними, наверное, работаем, можно так сказать. Вот так. Михаил Юрьевич, как всегда, интересно. Спасибо большое. И сейчас я вот хочу предоставить слово Антону Сергеевичу.
Ломакину, который является генеральным директором ООО «Аватек». Как раз тема, она называется «Информационная гигиена». Компания давно работает, это эксперты, известные у нас в республике по как раз цифровой безопасности. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Я продолжу тему предыдущего спикера. Можно запустить слайд? Да. Цифровая гигиена. Здесь больше информационные данные. Это статистика сравнения 2020 года, 2021 года по преступлениям, совершенных с ИКТ в республике, на территории республики Саха-Якутия. Специально хотел показать, каков рост. Просто он колоссальный, там до 300% в год. В прошлом году был рост 240% по сравнению с 2019 годом. В этом году ростом свыше 300% в первый квартал по сравнению с 2020. То есть каждый год 200-300% количество преступлений, связанных с инфокоммуникационными технологиями, растет, и оно будет расти. Специалистов в этой области не хватает, это однозначно, как учебному заведению вам нужно проводить в этом работу, и я здесь даже больше скажу, что в первую очередь вполне возможно на базе каких-то среднеспециальных учебных заведений, потому что 5 лет готовить специалиста, через 5 лет может быть поздно просто. По поводу предметов цифровой гигиены, тут есть слайд, давайте начнем, я покажу. Ну, как это, все должны понимать, да, что как у нас есть сторона пострадавшего, есть сторона, не знаю, тут мамкин хакером любой может стать сейчас, да, и люди должны осознавать о том, что все их действия могут привести к уголовной ответственности. У нас есть несколько статей в Уголовном кодексе, да, это 159 статья мошенничества, там 2 подпункта есть, которые в основном рассматриваются сотрудниками МВД. У нас были случаи, в том числе в республике, когда аккаунты в компьютерных играх были украдены детьми, да, несовершеннолетними. Там, слава богу, все обошлось, там вернули. Но факты существуют. То есть уже кражи происходят внутри виртуального мира вещей, которые не имеют некую описанную ценность доказанную. То есть там вложенные деньги и тому подобное. Поэтому предмет цифровая гигиена совместно с специалистами нашей компании, с ребятами из ЦИТа, уже, по-моему, года 4, тогда на ИЦГ учреждение называлось, Алексей не даст соврать, пытались ввести в школах предмет цифровая гигиена, который детям пока помогал бы решить проблему как раз с тем, как себя вести, что делать. Но, как оказалось, у нас статистика показывает о том, что если смотреть возрастной ценз, да, я вам сейчас покажу специально, у нас, можно сказать, наименьшее количество пострадавших, да, по мошенничеству, это как раз-таки лица там, да, от 18 до 20 лет, ну и младшие еще меньше. То есть, понятно, старший возраст, да, там он связан больше с тем, что у них просто нет доступа к этим технологиям, меньше их. Дети-то наши как раз-таки более образованы, чем мы. И я начал понимать, что на их плечи ложится задача не только самим развиваться, еще и старшее поколение учить, как себя вести в интернете и что и как делать. Ну, у меня, например, дочь 12 лет. Я по долгу своей профдеформации или по долгу работы профдеформирован, иногда с ней провожу беседы, что такое там кибербуллинг, происходит ли у них это в школах. По факту примеров там в ее классе рассказываю, где буллинг. Она прекрасно, они все осознают. То есть уже в 12 лет, что это такое, как это делается. Она поясняет, хотя я ей этого не объяснял. То есть это социальные сети, возможно, по факту регистрации каким-то образом поясняет. Но правила, те же самые поведения и использование правильных паролей, тут был указан
тренировать память. Есть специальные техники, там ребята-безопасники знают, потому что по правилам нужно менять пароль не реже раз в 71 день или 72 дня каждый раз. И стойкий пароль должен содержать не менее 8 символов, содержать цифры, спецсимволы и тому подобное, и буквы. Есть такая очень интересная вещь, как парольные фразы. Вот, если это здесь запишется как инструмент, то когда вы используете от 3 до 5 слов на русском языке, там, существительное, прилагательное, глагол или предложение, используйте либо первые 3 буквы, либо последние 3 буквы каждого слова в английской раскладке и добавляете к нему разные спин-символы, какие вы хотите, и цифры. Такой пароль уже, во-первых, запомнить легко, потому что парольная фраза запоминается, и не нужно там смотреть X, Z там, и никакого отношения не имеет к вашей фамилии, имени, дате рождения, что очень легко подбирается. Ну, про антивирусы я тут тоже услышал. 86% зараженных компьютеров содержали в себе антивирус. Это уже не панацея. То есть киберпреступления в сфере ИКТ, они происходят по факту использования уязвимостей различных. Как ни странно, самая главная уязвимость — это человек. Социальная инженерия, да, используется во всех случаях, там, в 90 почти случаях, вру, 80 с лишним. Только порядка там 12% это конкретно уязвимость используется без участия человека. Потому что на текущий момент в той же Якутии предприятий, оснащенных средствами защиты, там их очень много. Ну, пример, Алмаз-Регионбанк, там очень оснащенный банк с точки зрения информационной безопасности, подвергся атаке. И было потеряно 26, по-моему, миллионов общей суммы ущерба. Но это группировка международная, не только российская, Кобальт называется. Там использовалась в том числе социальная инженерия. Хотя, по идее, ну, мы понимаем, что в том же банке это специальное подразделение, обученное, с руководителем, со специалистами, с очень большим бюджетом на информационную безопасность. Поэтому, да, человек — самое слабое звено. Давайте. Вот рост количества преступлений. То есть у нас зарегистрировано, получается, за январь-февраль 2020 года 149 преступлений по статье, да, 158, 50 и по 159 статье 149, ущерб 18 миллионов. Январь-февраль 2021 года уже, то есть мы видим трехкратное увеличение зарегистрированных по 158 статье и двухкратное увеличение по 159. То есть это только Якутия. Общий ущерб оценивающий 37 миллионов. Это только 2 месяца. То есть цифры колоссальные на самом деле. То есть мы буквально там думали, что это вот не очень, да, и это где-то там и не про Якутск. А на самом деле у нас уже это все происходит. Самое интересное, что в прошлом году в основном преступления вот перечисленные, они касались мошенничества, связанного с вот объявлениями, использованием телефона и тому подобное. Сейчас перекос идет, то есть больше, наоборот, в сторону использования без телефона, то есть использование приложений, сайта, поддельными адресами, заполнением данных кредитной карты, использование этого. И в том числе атаки на малый бизнес начинаются. То есть физлиц переключились на тех, видать, у кого деньги еще есть. Вот кражи с банковских карт, видите, хищение ТТ информации, рост идет очень колоссальный. Ущерб и раскрываемость. Раскрываемость, конечно, тут указано хорошая, красивая, но на самом деле она очень сложно доказуемая. Прям, потому что, например, предоставление данных от оператора связи занимает от 1 до 2 дней. И, соответственно, если вы стали тем, над кем совершили, да, злоумышленники свои деяния, найти мошенника там буквально там за 2 дня сложно будет, если он не причинил эпизодов немного, ущерб небольшой.
там дальше не пойдет никакое действие. Но в случае причинения крупного ущерба, там свыше 10-12 тысяч, конечно же, там будет уголовное дело заводить. Но обычно ограничивается 2-3 тысячи. Мы, по-моему, по WhatsApp все видео видели, да, там, как на заправку брату, как будто бы представившись дальним родственникам, попросил молодой человек отправить. Вот у меня случай в жизни был такой, по-моему, многие так из специалистов по информационной безопасности издеваются над злоумышленниками. Да, ну мы просто по долгу работы знаем, как они себя ведут, и поэтому, когда звонят, иногда интересно с ними поразговаривать, как они себя ведут, какова методика, то есть какие у них написаны алгоритмы разговора. Ну, вот, один прецедент был, он в 2018 году был. После этого, видать, перестали мне звонить, наверное, в черный список номер внесли за издевательство. То есть человек мне звонит, я ему достаю реально карту свою, рассказываю данные, ну, часть данных, пока не буду каких, говорю некорректных, которые не проверяет автоматическая система при внесении их там в интернет-магазине, чтобы не сказать, что данные введены неверно. И он меня начинает спрашивать баланс, я ему говорю 1,5 миллиона. Ну, я чувствую, затаилось дыхание на том конце, что он сорвал джекпот, сейчас, короче, он там наварится, и все, у него жизнь там в шоколаде будет. И там секунд 10 помолчал, потом говорит, вам смс должно было прийти. Я говорю, нету, ну и сам ему подыгрываю. Ну где там смс, давай быстрее, там, что да как. Я скорее хочу, я не хочу, чтобы мои деньги там пропали, там, играю эту игру. Ну и все, ну где-то минут 5 мы еще с ним так бились, смс-ок нету. Ну потом я уже самому устал, ему говорю, что, говорю, много. Говорю, таких лиц, он говорит, ну, без, и жизнь плоха. Я говорю, ну понял, ладно, говорю, до свидания. Говорю, телефон передам, говорю, ваш номер. Он, до свидания, все. Через некоторое время выключен был. Телефон оформлен, передали в службу соответствующую. Телефон оформлен на какого-то приезжего с Таджикистана работника. То есть, естественно, это не его номер. Ущерб в миллионах рублей. Возрастное мы уже смотрели. Наиболее подвержены это от 30 до 60 лет. Там можете сфотографировать, если кому-то интересно. В процентном соотношении мы, обучающиеся в сфере образования, вон там видите, всего 3-4%. То есть эффект, если вы какие-то мероприятия проводите, он есть. Ну, надеюсь, что именно от вас, они наши же дети нас обманывают. Поэтому у них низкий рейтинг. В основном это работники по найму, пенсионеры очень доверчивы, без источников дохода люди, у которых мало денег, государственные, муниципальные служащие. И вот предприниматели, видать, они в зоне риска, часто не доверяют никому, вот они и образование меньше всего пострадали. Время совершения, то есть период хищения, это в основном вечернее время происходит, то есть когда люди уже приходят домой, и они вот в этот период времени начинаются звонки. Мошенники представляются банками, все это знают. Мошенники совершают посредством использования подложных объявлений, используют данные, обычно никогда не называют своего имени, то есть заставляют вас назвать, и потом говорят и соглашаются с тем, что да, это такой-то человек, вспоминай. В конце я бы хотел, может быть, не знаю, неправильно поправить, добавить. 10 правил на самом деле давно были написаны о безопасности. Они еще были написаны командой Билла Гейтса при создании там первых компьютеров. Они изучали примерно так: если ты дал доступ к своему компьютеру, это больше не твой компьютер. Но в новом веке у нас, естественно, компьютер у каждого в кармане — это телефон. Соответственно, если ты дал разблокированный телефон чужому человеку, это больше не твой телефон. Не давай телефон разблокированный человеку, чтобы он вел. Используйте надежные пароли. Это соответствует тоже правилу обязательной парольной фразы.
меньше рассказывайте о себе в интернете. Например, я использую, то есть у меня, как у взрослого человека, у любого есть там какая-то там социальная сеть, я использую там обычно день или два задержки, а иногда неделю или месяц для публикации фотографий, чтобы злоумышленники не могли воспользоваться, там, квартирные кражи совершить, либо какие-то иные действия противоправные. Не принимать запросы незнакомых людей. То есть если там, кто-то сейчас это слушает, рекомендую посмотреть список ваших друзей и почистить его. Ну, в данном случае тех, кто добавлен, те, кто могут просматривать. Внимательно читать политику, когда подключаешься к социальным сетям, когда устанавливаешь приложение. Например, я один из первых, кто в 2017 году удалил приложение Сбербанк Бизнес. Мало кто читал его политику конфиденциальности, но вот это приложение получало доступ для предпринимателей Сбербанк Бизнес, доступ ко всем файлам в вашем смартфоне. То есть там прямо было прописано, очень длинная была, и в конце было написано, что вы даете свое согласие на том, что мы будем просматривать все фотографии графические, находящиеся на вашем устройстве. И я позвонил в техподдержку, они говорят, ну это все в рамках безопасности. В наше приложение встроенный антивирус, он там будет проверять. Я говорю, отлично, говорю, а если я не хочу, чтобы ваш антивирус проверял, у меня свой есть. Ну вот это второй фактор, то есть мы очень много говорим о персональных данных, но пока что в России не принят закон личных данных. Это там перемещения ваши, это предпочтения какие-то, что вы покупаете, что фотографируете, где находится, но уже это является товаром на рынке и продается, покупается. Следите за теми приложениями, которые у вас устанавливаются, и какой доступ к каким вещам они имеют. Вот то, что я сказал. То есть есть приложения, которым, например, доступ к геолокации не нужен. Нужно следить, отключать его. Обновлять нужно всегда операционную систему, потому что производитель телефонов, компьютеров, они всегда стремятся устранять уязвимости. И научились это делать очень хорошо. Та же самая Windows, которую все ругают, Windows 10, она, по идее, одна из самых надежных операционных систем. У них там, по-моему, минимальное время реагирования критического обновления 2 часа. То есть это прям очень быстро они выпускают обновления. Осторожно открывайте электронные письма. Но это больше связано с тем, что если у вас не настроен спам-фильтр, или вы не используете почтовик Mail.ru, Яндекс, который сам по части фильтрует это, нужно с осторожностью смотреть на всю почту, то есть загружать файлы. Например, был случай с вирусом, по-моему, Петя он или Ванакрай был, когда на почту отправили вредоносные файлы под видом картинки, и один из сотрудников, ну, это уже в рамках оперативных мероприятий выяснили, один из сотрудников не смог открыть этот файл, ему по почте пришел. Мало того, что он заразил свой компьютер, он отправил соседу своему в кабинете, чтобы тот попробовал открыть на своем компьютере. У того не получилось. Они другому своему другу в курилке поговорили, отправили еще двоим, у них не получилось. Те вчетвером решили, что проблему сможет решить только системный администратор, отправили ему и заразили там всю компанию буквально там за один день, за несколько часов. Ну, вот, ладно, эти 4 еще не поняли, но почему системный администратор себя так повел, так до сих пор непонятно. Ну, понятно, из-за неграмотности вот, общей. Аккуратнее относитесь к использованию Wi-Fi. То есть публичный Wi-Fi — это всегда однозначно предоставление информации, тем более сейчас идет авторизация обязательно. Телефон вы свой оставляете, вы оставляете свой IP-адрес вашего устройства, и потом это может быть использовано против вас в рекламных целях, но может быть и злоумышленниками. Ну и не используйте поломанное программное обеспечение, это понятно, да, оно поломано специально для того, что кто-то туда что-то встроил, рано или поздно вы все равно заплатите. То есть хорошо или плохо это. То есть не купив компьютерную игру там за 700 рублей, вы можете поплатиться тем, что вам придется там разблокировать компьютер или вы потеряете все фотографии цифровые. И сейчас это удобно сделать. Оформите своим детям карты банковские и контролируйте их покупки. Это важно, там, хотя бы до 12-летнего возраста.
Значит, мы уже поговорили тогда, получается, о поведении людей, да, так сказать, это уже тема, которая очень важная. Естественно, все зависит от того, как мы ведем себя в совершенно вот таком интересном формате, который вот является у нас сейчас преобладающим. И вот как раз мы говорили о том, что кроме всего прочего, да, существует и так называемые решения, да, уже с точки зрения самих, значит, hardware, да, так сказать, получается, для того, чтобы защитить наши цифровые, значит, данные и прочее. И вот я хотел бы сейчас попросить одного из наших ребят, да, так сказать, чтобы он, это член нашей Малой Академии Наук, который сделал свой проект. Проект связан с Wi-Fi, да, так сказать, как вот защищать данные именно при использовании Wi-Fi роутеров. Да, пожалуйста, включитесь, да, так сказать, этого. Его зовут Кирилл Алексеевич Куницын. Он является учеником 11 класса, обучающимся информационно-технологического колледжа номер 24 города Нерюнгри. Ну, вот очень активный у нас участник всех наших мероприятий. Был везде у нас, ну, разных участников, большое количество заграничных, значит, мероприятий. И он, пожалуйста, расскажет о том. Доступ есть до него, все, да, на презентацию. Пожалуйста, Кирилл. Здравствуйте. Видно, да? Хорошо видно. Ага. Презентацию тоже видно, да? Да. Ну, здравствуйте, меня зовут Куницын Кирилл, я ученик 11 класса информационно-технологического лицея номер 24 города Нерюнгри. И я хотел бы вам рассказать о своем проекте. Это портативный Wi-Fi точка доступа с многоуровневым алгоритмом защиты. На сегодняшний день большинство кибератак происходит на рядовых пользователей сети интернет. В основном это целевые атаки мало кто производит, в основном стараются провести как бы обширную атаку на изолить многих. И, например, очень уязвимы Wi-Fi сети, поэтому я решил создать свой Wi-Fi роутер, который сможет защитить ваши персональные данные. Собственно, задача моего проекта. В качестве аппаратной платформы я решил выбрать микрокомпьютер Raspberry Pi, потому что он обладает встроенным Wi-Fi адаптером, Bluetooth и Ethernet портом, что является очень удобно для роутера. Затем мы, получается, устанавливаем на него образ операционной системы Raspbian, устанавливаем с помощью пакетного менеджера apt-get утилиты, которые будут нам необходимы для шифрования трафика, такие как Tor, Proxy, DNS Proxy и другие. И задаем настройки сети в конфигурационных файлах. Ну, затем с помощью несложно на самом деле создать веб-панель для настройки роутера. Я это делал с помощью языка HTML и CSS, и также фреймворка Flask. Собственно, так он выглядит. Затем я смоделировал корпус для Raspberry Pi и распечатал его на 3D принтере. Ну и, собственно, в результате у меня получился роутер. Я сравнил его с производственными роутерами и сделал вывод, что мой прототип, он не уступает им по дальности действия и уровню сигнала, но при этом он имеет возможность шифровать ваши данные, и также его можно расширить, функционал, и использовать, так, например, как жесткий диск, если нужно будет. Ну и по цене он выходит примерно в том же ценовом диапазоне. Здесь вы можете видеть, как я сравнивал, замерял уровень сигнала и сравнивал их, и тестовый образец ничем не уступает. А затем я проверил анонимность с помощью, как пользователя, который зашел в сеть интернет с помощью моего роутера. Как видите, у меня скрыто IP, скрыто мое местоположение, и все. То есть получить данные обо мне мало кто может, практически никто.
Ну и в результате исследовательской работы на основе микрокомпьютера Raspberry Pi 3B были созданы роутер, который может шифровать данные, и многоуровневый, многоуровневый алгоритм защиты данных, который имеет достаточно компактные размеры и возможность питания от 5 вольт, что позволяет взять его, например, в поездку. Он спокойно в карман может влезть, этот роутер. То есть, допустим, если вы там бизнесмен какой-нибудь, и вы поехали на деловую сделку совершать какую-нибудь, вы можете взять его с собой, например, в отеле, чтобы не пользоваться общим отелевским Wi-Fi, вы можете свой использовать. Также можно интернет раздавать как через Ethernet, как обычные роутеры, также и через модем. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Кирилл. И, естественно, вот такие проекты у нас наши члены Малой академии наук Якутии пытаются делать, да, это то, что касается инженерных подходов к решению проблем защиты, значит, цифровой защиты. И, естественно, сегодня утром у меня был такой интересный разговор с нашим, значит, очень хорошим научным таким консультантом, партнером, да, это профессор Квек из Сингапурского национального университета, который как раз является одним из разработчиков так называемого квантового шифрования передачи данных, которые сейчас очень активно используются, потому что уже существуют квантовые компьютеры, которые делают очень быстрые вычисления, значит, и всех вот этих шифров и прочее, да, так сказать. То есть там фактически будет такая линия, да, так сказать, с шифрованием, используя квантовые технологии, и, соответственно, это фактически невозможно уже, как говорится, имеется в виду, дешифровать. И поэтому сейчас изменения происходят исключительно быстро. Все это действительно связано с теми прорывами, которые идут у нас по квантовому компьютингу, по квантовому программированию. И сейчас я вот хотел бы слово предоставить одному из наших, значит, сегодняшних экспертов. Это Радомир Николаевич Абуллахов, который является руководителем проектов компании «Цифровая защита информации Север». И вот он расскажет про угрозы информационной безопасности. Пожалуйста. Приветствую всех участников данного мероприятия. Дополню предыдущего выступающего, да, то, что по шифрованию в Российской Федерации регулятором в области СКЗИ, да, средств криптографической защиты информации является ФСБ, да, которая, регулирует отношения, связанные с разработкой, с использованием, с передачей шифровальных средств. Есть 99-й федеральный закон по лицензированию отдельных видов деятельности, а по СКЗИ именно постановление правительства 313, да, по которому, если ты оказываешь услуги по шифрованию, нужно иметь лицензию определенную на такую деятельность, на передачу парольно-ключевой информации, на установку, если ты оказываешь такую услугу. Вот. Не для собственных нужд. Такая лицензия необходима. Лицензия ФСБ России. Да, моя сегодняшняя тема — угрозы информационной безопасности. Сначала я расскажу про угрозы, уязвимости, немного расскажу про банк данных угроз в СТЭК России. Да, в СТЭК России тоже является регулятором в области информационной безопасности в части конфиденциальной информации, государственной тайны. И третий регулятор в области информационной безопасности — это Роскомнадзор по персональным данным. Начнем с терминологии, да. Уязвимость. Все термины разработаны и приняты документами по ГОСТу, да. Есть разные ГОСТа. Например, да, уязвимость — это недостаток, слабость программного или программно-технического средства или информационная система в целом, который может быть использован для реализации угроз безопасности информации. И степень опасности уязвимости — это мера, можно его сравнить разными средствами
Она характеризует подверженность информационной системы уязвимости и ее влияние на нарушение свойств. Да. Если говорить о свойствах безопасности, да, в этом направлении имеется 3 свойства: конфиденциальность, целостность, доступность. О них мы поговорим далее. Вот. Банк данных угроз Stack. Можете зайти на этот сайт, называется bdu.vstack.ru. И там есть раздел вот сверху уязвимости. Там периодически пополняется этот банк данных угроз, и согласно этому банку данных угроз, каждой угрозе присваивается определенный код. И я вот взял статистику с этого банка данных угроз по программным обеспечениям разных производителей. Вот если посмотреть, то корпорация Microsoft находится на 4-м месте. Далее идет Google, Novell, CentOS, Apple, Oracle, ну и так далее. Далее видим количество критических уязвимостей в программном обеспечении различных производителей. Ну, на диаграмме видно, то, что 40% имеется уязвимости именно критические, да? Уязвимости делятся ну, по категориям: критические, средние, низкие. И у нас 40% это уязвимости критические у Adobe. Потом Red Hat идет. Ну и далее по диаграмме сами можете посмотреть. Если у вас установлено программное обеспечение вот этих производителей, то рекомендую немедленно обновить свое программное обеспечение. По типам ПО, да, если посмотреть, на первом месте стоит операционная система. То есть большая часть, да, можно сказать, у компании Microsoft выявлена большая часть из этих уязвимостей, которые мы видим на диаграмме. Далее идет прикладное ПО информационных систем, сетевое программное средство, ПО сетевого программно-аппаратного средства. Ну и далее смотрим. Вот, я, допустим, делаю скриншот с BDU Stack. Там описывается сама уязвимость, вендор, да, то есть разработчик, наименование по версии, тип, класс уязвимости, да, то есть этой ошибке присваивается какой-либо идентификатор типа ошибки и базовый вектор уязвимости. И далее дается, да, вот меры по устранению уязвимости. Зачастую такой мерой является просто простое, да, можно сказать, обновление уязвимой системы. Обновление безопасности или просто обновление, которое вышло. Необходимо применить, установить. Или, да, есть другие меры компенсирующие. Можно установить другое средство защиты какое-нибудь, или принять организационные меры, или технические меры по устранению данной уязвимости. И в конце мы видим, да, идентификатор других систем описания уязвимости. Это тоже банк угроз. В каждой угрозе назначается код СВЕ международный. База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности. Каждой уязвимости присваивается СВЕ-код. Там идет год, номер, описание и ряд общедоступных ссылок с описанием. Так, здесь мы смотрим, да, скриншот сайта attackmitra.org. Как вы знаете, в феврале приняли новый документ по информационной безопасности, методические рекомендации по разработке моделей угроз различных систем.
различных информационных систем, да. Информационные системы сами, да, делятся начиная с государственных информационных систем, которым делается работа по информационной безопасности согласно приказу ВСЭК номер 17, заканчивая критической информационной инфраструктурой, объекты КИИ, да, так называемые. Согласно постановлению правительства и федеральному закону 187, приказ ВСТЭК 239, далее информационная система персональных данных и СПДН 21 приказ ВСТЭК идет. И на все эти системы, да, надо разрабатывать в начале модель угроз. Это очень большой документ, модель угроз и частное техническое задание на создание системы защиты информации. Эти документы разрабатываются, а потом согласовываются с регуляторами. Регуляторы у нас, я как говорил, ВСТЭК России и ФСБ России. С ними надо согласовывать эти документы. И, ну вот, как мы видим, да, Mitre Attack, здесь показаны техники, вот, сверху, а внизу тактики. И здесь можно выбрать вот это вот подготовка к атаке, Windows, MacOS, Linux, ну и так далее, да, облачные техники и тактики. Здесь, ну, это международный сайт, где собраны, ну, самые последние данные. Если мы нажмем, да, какую-нибудь тактику, заходим внутрь и смотрим, как его может реализовать злоумышленник и как ну, принять меры по предотвращению такого случая. Ну, я привел пример, да, реализации техник и тактик. Я вот зеленым отметил те сценарии, которые актуальны для определенного нарушителя. Вот видите, зеленые — это применяет один и тот же злоумышленник. По-другому вот Mitre называют матрицей, да? Матрицей Mitre. Далее идет терминология тоже по ГАСТу, да? Угроза безопасности информации — это совокупность условий и факторов, влияющих на потенциальную или реально существующую опасность нарушения безопасности информации. Ну, далее мы посмотрим подробнее. Источник угрозы — это потенциальные, антропогенные, техногенные, стихийные носители угрозы безопасности. А сама угроза или действие — это возможная опасность совершения любого действия, направленного против объекта защиты или ресурсов. И фактор, да, уязвимость. Это свойственные объекты информации, причины, которые приводят к нарушению безопасности информации в конкретном объекте. Вот, как я говорил ранее, по свойствам информации делится на конфиденциальность, целостность и доступность. По характеру источника внешний и внутренний. Это, можно сказать, нарушители. По характеру возникновения непреднамеренный или преднамеренный. По способам реализации утечка информации по техническим каналам. Это, если коротко сказать, ТКУИ, да? Технические каналы утечки информации, об этом мы тоже поговорим. И несанкционированный доступ к информации, то есть НСД. По нарушаемым свойствам. Нарушение конфиденциальности — это кража, копирование информации и средств ее обработки. Потеря информации и средств ее обработки. Это касательно конфиденциальности. Доступность — это блокировка информации, уничтожение. Целостность — это модификация, отрицание, навязывание фальшивой информации. И эти три свойства, да, смотря насколько на эти свойства информации влияет злоумышленник, от этого мы определяем, классифицируем, да, саму систему. По характеру источника
Есть внутренние угрозы и внешние. К внутренним относятся сотрудники организации, программное обеспечение, аппаратные средства. Но здесь также, да, делится то, что предумышленные могут быть и непредумышленные действия. Ну, появляется в следующих формах. Ошибка пользователей системных администраторов, нарушение сотрудниками фирмы установленных регламентов различных, да, будь то регламент ключевой парольной политики, регламент восстановления, бэкапирования своих систем, регламент администратора, регламент пользователей. Все это надо периодически актуализировать. Ошибки в работе программного обеспечения в результате различных действий. А ко внешним относятся компьютерные вирусы, вредоносные программы, несанкционированный доступ со стороны заинтересованных лиц, да, или организаций. Это могут быть террористические группировки, спецслужбы других стран и стихийные бедствия. Источники угроз. Внешние, допустим, это криминальные структуры, потенциальные злоумышленники и хакеры, недобросовестные партнеры, технический персонал, представители организаций и аварийных служб. Да, и при разработке документов все эти источники прорабатываются. Какие из них будут актуальны или не актуальны. От этого зависит, да, выводы, какие надо будет сделать. Техногенные, стихийные, вот видите на слайде. Угу. Утечка информации по техническим каналам. Так, начнем также с определения. Это неконтролируемое распространение информации от носителя защищаемой информации через физическую среду до технического средства, осуществляющего перехват информации. Внизу типичный, да, показан, да, канал утечки информации. Это побочное излучение компьютера различные. И справа нарисовано средство технической разведки, с помощью которого можно заполучить информацию. Далее, на картине мы видим сначала источник информации, потом идет среда распространения. Это может быть однородная среда или неоднородная. К однородным, допустим, это воздух, да, или металл какой-нибудь, это может быть однородной средой. Далее идет приемник разведки или регистратор информации. Разведка по PEMIN. PEMIN — это побочное электромагнитное излучение и наводки. Тоже от таких мер есть специальные устройства и технические средства, которые предотвращают утечку по каналам таким, например, как PEMIN. Такие средства, да, устанавливается, где обрабатывается различная информация в определенном помещении, так называемые защищаемые помещения. Это если там обрабатывается конфиденциальная информация, да, конфиденциальные переговоры идут, то такое помещение называется защищаемое. Есть еще выделенное помещение, в котором ведется переговоры гостайны. Технические каналы делятся по каналам связи, ТКУИ, да, мы будем называть далее, ТКУИ речевой информации, видовой информации и информации, обрабатываемой техническими средствами обработки информации, СОИ. Так, на этом слайде мы видим вот примеры утечек по электромагнитным, электрическим и индукционным каналам связи.
Так, на этой картинке утечки информации по акустическому каналу, виброакустическому каналу информации, акустоэлектрический, параметрический и оптикоэлектронный. Все это вот большие темы. Если подробно рассказывать, мы сегодня не закончим. Далее вот электромагнитный, параметрический, электрический по цепям питания. Вот видите на картинках, да, то, что очень легко и просто можно получить информацию. Несанкционированный доступ, тоже вот термин. Там есть также внешние, внутренние нарушители, программные закладки, программные вирусы, всякие различные, аппаратные закладки, конструктивно встроенная или автономная, возимая и невозимая, да, еще можно по-другому сказать. Внешними нарушителями могут быть разведывательные службы, криминальные структуры, конкуренты, недобросовестные партнеры и внешние субъекты. И есть 8 категорий внутренних нарушителей. Вот вы видите на экране, не буду перечислять их. И выступление хочу закончить словами Брюса Шнайера. Безопасность – это процесс, а не результат. Спасибо. Спасибо большое, Радомир Николаевич. Я хотел спросить, кто такой Брюс Шнейер? Замечательно. Ребята, изучайте работы Брюса Шнейера, как говорится. Еще слово скажу, то, что от себя лично изучайте. Вот, если хотите пойти по направлению информационная безопасность, то там два пути, да? Это бумажная безопасность и техническая. Ну, она кардинально делится. У нас часто приходят молодые люди, которые, ну, не знают, не изучали вот это направление и говорят, я хочу стать специалистом в области информационной безопасности. И зачастую они думают, что они будут каждый день ловить хакеров, расследовать инциденты по информационной безопасности. Но это уже другое направление, да, немножко, Threat Intelligence. А зачастую работа безопасника – это работа с документами. И, ну, второе – это технические меры защиты информации, определение. И рекомендую слушателям смотреть специализированные форумы, в которых очень много, читать блогеров, да, по информационной безопасности есть блогеры. Ну, самые известные, как слышали, наверное, Алексей Лукацкий, Комаров, даже женщин есть. В телеграм-канале есть много групп в этом направлении. Там также есть группа по информационной безопасности, мероприятия есть, там все. Все эти ссылки я могу вот организатору скинуть. Вот. Ага, хорошо. Спасибо большое, Радомир Николаевич. И сейчас я хочу передать слово нашему, как говорится, завершающему спикеру. Это Алексей Алексеевич Красильников, который является заместителем генерального директора, значит, уже государственной организации. Это Республиканский центр инфокоммуникационных технологий. Это очень важно, потому что как раз вся инфраструктура государственная, все то, что держится сейчас, да, кстати, должно быть защищено. И разговор будет о том, какая вот профессия человека, который защищает всю эту важную инфраструктуру. Здравствуйте, уважаемые коллеги, слушатели. Моя презентация, мой доклад будет о профессии специалиста по защите информации. И его основная целевая аудитория – это, скорее всего, ученики старших классов и ученики средних специальных учебных заведений. Ну, возможно, учащиеся высших учебных заведений, именно бакалавриата, скажем, кто еще не определился со своей магистратурой и имеет интерес к поступлению туда и выбору профессии специалиста по защите информации. Коллеги, если что, в процессе
выступления своего дополняйте, пожалуйста, вопросы обсудим. Думаю, так будет интереснее. Итак, я немножко хочу рассказать о нашем учреждении. В принципе, оно типовое, если в разрезе страны смотреть. Существуют у нас в стране органы власти субъектов, существует направление ИТ, связь, защита информации. И сейчас уже самое основное модный тренд – это цифровизация. Соответственно, наше учреждение занимается всеми этими вопросами. Мы созданы с 2010 года. В предыдущие годы существовали там под другими наименованиями. В общем, мы являемся телеком-оператором, оператором центра обработки данных правительственного. Обслуживаем информационные сети наших органов власти. Ну и также занимаемся, конечно же, защитой информации, которая в этих информационных системах обрабатывается. Для выполнения работ по требованиям действующего законодательства мы являемся лицензиатами ФСБ России, СТЭК России, ну, впрочем, так же, как и коллеги, ранее выступавшие сегодня. Ну, тут кое-какие результаты, которых мы достигли. По направлению государственной тайны мы работаем, по защите государственной тайны, по направлению защита конфиденциальной информации, по направлению удостоверяющий центр. Это электронные подписи. У нас есть специализированное подразделение по защите информации. Вот называется Управление по защите информации ГБУ РЦИТ. Основные работы, которыми они занимаются, это, так же, как я уже сказал, создание и поддержание систем защиты информации Центра обработки данных. Это сетевая безопасность, мониторинг безопасности, создание и поддержание систем защиты информации на рабочих местах органов власти, а там сотрудники работают со служебной информацией. Также это, конечно, сетевая безопасность в рамках нашей созданной и обслуживаемой Саха-Информ-сети. Это государственная информационно-телекоммуникационная сеть, которая охватывает всю нашу республику и в которой работает правительство Якутии. Также органы местного самоуправления. Собственно, всем этим делом мы занимаемся. Немаловажный момент о том, о чем Радомир Николаевич говорил. Бумажная безопасность. Да, к сожалению, это тоже надо делать и соответствовать всем требованиям регуляторов. Здесь также выделено ведение лицензионных дел. Теперь специалист по информационной безопасности. Кто это такой? Ну, есть небольшое определение. Да, он создает системы защиты информации, аудит, мониторинг, контроль ведет. Но поскольку у нас основная тема нашего вебинара – это цифровизация, постараюсь с точки зрения цифровизации это дело объяснить. Что такое цифровизация вообще? Ну, если раньше это была какая-то информатизация, скажем, автоматизация каких-то процессов, потом дальше это изменилось, и мы ушли в сторону услуг, предоставления услуг, когда мы информационные системы объединили, то сейчас более новый, такой расширенный, серьезный очень процесс идет, цифровизация всех отраслей экономики. Это актуально по всему миру. Если, скажем так, ну, по Томасу Сибулу, да, что такое цифровизация? Скажем, это большие данные, это искусственный интеллект, это облачные вычисления. Но это все породило новые специальности. Скажем, специальность программиста, она трансформируется тоже. Да, есть мнение, что она уже устаревает и, скорее всего, закроется, но я искренне верю, что она трансформируется и изменится. Сейчас у нас, если раньше был программист и с отдельными какими-то навыками по конкретным языкам программирования, то сейчас это full stack. Это разные языки программирования он должен знать. Он должен знать DevOps, управление, оперативное управление командами программистов. То есть не только hard skills, так называемые, но и soft skills. Это
взаимодействия с людьми, это сильное погружение в процессы всех, ну, той организации, где он работает, чтобы эти процессы правильно автоматизировать, цифровизировать, вывести на новый уровень, получить эту прибыль добавленную и трансформировать ее в конкурентные преимущества перед другими участниками рынка, тем самым там, повысив свою эффективность, ну и вот цель цифровизации. Также и здесь вот, ну, специалист по информбезопасности, он очень важную роль играет. То есть он всегда остается и будет, он очень важен сейчас. Если раньше было, скажем так, меньше информационных систем и меньше процессов автоматизировано, то сейчас практически все мы делаем через компьютер. Соответственно, все мы делаем с использованием сети интернет. Сетевые атаки очень важны и очень актуальны для нас. Опять-таки, ну, немного скажу, без раскрытия деталей. За прошедший год более 120 инцидентов очень высокой критичности было у нас. Это атаки на государственные сети Республики Саха-Якутия. Работой нашего учреждения мы предотвратили, не допустили их развития и какой-то утечки данных. Но более 120 серьезных очень разбирательств мы совершили за прошлый год. По ним всем были отчеты сформированы. Где-то нам коллеги помогали, тоже из здесь присутствующих. Совместно работаем все-таки. Что касается сетевых атак, также они на самом деле тысячами и миллионами каждый день идут. Когда я говорю более 120 серьезных инцидентов, это уже выжимка из них. То есть самое то, на что надо было реагировать, без чего мы могли, скажем так, пойти на грань и быть взломанными. Так вот, сейчас автоматизация перешла на новый уровень, цифровизация. Профессии изменяются. Профессия специалиста по информбезопасности, она чрезвычайно важна. Скажем так, вот, являясь государственным учреждением республиканским, мы обязаны соблюдать требования регуляторов, лицензионные и так далее. В общем, берем ребят, учим. Потихоньку они набирают у нас компетенции, организации более оперативные, скажем, коммерческие, которые тоже здесь присутствуют. У нас ребят переманивают. Хантинг, так называемый, он всегда был, есть и остается. Также, ну пусть это моя боль будет, хантят у нас крупные организации. Вы знаете, у нас в Якутии есть Майтона, миллиардные долларовые обороты. Индрайвер, миллиардные долларовые обороты. И да, они тоже хантят. Специалист по информбезопасности – это чрезвычайно важная и востребованная сейчас профессия. Она такая же востребованная, как аналитик данных. Вот мы к цифровизации привязывались. Этих людей днем с огнем не сыщешь. Их мало. Госорганы постоянно есть потребность в кадрах. У нас есть потребность в кадрах. У лицензиатов коммерческих есть потребность в кадрах. У крупнейших международных фирм, вот, ну, пример, только в Якутии я назвал, у них тоже есть потребность в кадрах. Так что, ребята, если есть интерес, если у вас есть ну, желание, стремление, если вам интересно технические специальности, если вам интересна сетевая сети, интернет, сетевая безопасность, обратите внимание, это может быть очень хорошим таким жизненным выбором. Ну вот чем занимается специалист по информбезопасности? Он проводит аудит и мониторинг системы информационной безопасности, анализ информационных ресурсов, разрабатывает и внедряет мероприятия по безопасности. Само собой, он устанавливает, настраивает средства защиты информации специализированной. Само собой, он работает со своими коллегами, их консультирует по вопросам безопасности и ведет же контроль над их работой. Ну и вот Радомир Николаевич говорит, документация. Да, документация, без нее никуда. Конечно, это надо делать. И в угоду соответствия требованиям нормативным, российским и международным, это очень тесно связано. Наша нормативка по защите персональных данных, она связана с европейской. Это общемировые тренды. Поэтому, когда я говорил, что у нас хантят ребят в международной компании,
да, они там занимаются, по сути, тем же самым, потому что они умеют это делать здесь по российской документации, ну а по международной документации практически одно и то же. Ну, Радомир, опять-таки, сошлюсь, он недавно нам показывал, как как матрица безопасности по МИТРО делается. Это международные стандарты, на которых уже десятки лет все работают. Российское законодательство также уже десятки лет немного в другой терминологии существует, но подходы едины все равно. Важные качества выделил специалиста по информбезопасности. Что ему надо, какими качествами обладать? Опыт работы по выявлению уязвимости систем. Как это делается, Радомир показал нам. Опыт, конечно, в работе. Только прежде всего в работе. Специализированное обучение по выявлению уязвимости, мое глубокое убеждение, такого нет. Они постоянно совершенствуются, все эти вещи. Буквально вчера, может быть, не было уязвимости, сегодня она появилась, и даже мамкины хакеры могут взломать систему по этой уязвимости, если ее описание присутствует. Также специалисту по информбезопасности, конечно, надо разбираться в сетевых технологиях, знать принципы работы веб-приложений, сетей. Также специалисту по информбезопасности нужен аналитический склад ума. Он должен понимать, как работает та или иная информационная система, описать ее, стандартизировать подходы по ее безопасности, выделить каналы возможной утечки информации. Ну и выстроить систему защиты информации, которая будет все это дело прикрывать. Специалисту по информбезопасности нужно работать с большими объемами информации. Да, обязательно нужно. Надо перелопатить огромную кучу документации и в ней разбираться. Иначе невозможно стать специалистом по безопасности. Это и законодательство российское, и законодательство международное. Это обязательно нормативные документы, федеральные законы и акты регулирующих органов. Но в нашей стране, это опять-таки повторюсь за коллегами, это ФСБ России и СТЭК России. ФСБ России в части криптографии, СТЭК России по технической защите информации. Также специалисту по безопасности нужно быть коммуникабельным и уметь работать в команде. Это пригодится для того, что когда специалист создаст свою систему защиты информации, он должен будет довести ее до своих коллег. И система будет эффективна только в том случае, если в рамках нее по правилам, выстроенным этим специалистом, будут работать все сотрудники организации. То есть нельзя написать политику парольной защиты, например, написать, что там 20 символов в пароле и положить на полку. Надо, чтобы соответствующие настройки системный администратор внес. Надо, чтобы эта политика была доведена вплоть до каждого сотрудника. Ведь существует обновление паролей, требования к паролям, что уже сводится к действиям реального сотрудника на месте. Надо, чтобы он не записывал на бумажку и наклеивал на свой монитор даже сложный пароль, который ему, если сгенерировали вы. А это надо быть коммуникабельным и уметь работать в команде. Ну, знание законодательства, конечно. Соответственно, все это, всему этому, если вы будете соответствовать, ну, у вас руками оторвут любая организация государственная, коммерческая. Профессиональные стандарты. Но это опять-таки больше, скажем, мое, как государственная организация. Для коммерческой организации они не столь важны, можно немножко по-другому идти. Но эти профессиональные стандарты введены были вот в последние годы. Они обязательны для применения для госорганов. Они также завязаны на требования регуляторов по лицензируемым видам деятельности. То есть, почему это важно, да? Пояснем. Чтобы выполнять какие-то работы по защите информации, нужно у соответствующего органа получить разрешение, лицензию. Чтобы организация получила лицензию, она должна выполнить ряд
основных требований, в том числе иметь в штате у себя достаточное количество сотрудников с достаточной квалификацией. Квалификация проверяется по профессиональным стандартам. На следующем слайде чуть-чуть еще есть некоторые моменты, как это упростить. Но также, чтобы заниматься вопросами защиты информации, надо обладать помещениями, необходимой оснасткой, средства измерения и так далее. Так вот, сейчас по защите информации существует 5 профессиональных стандартов. Они на слайде приведены. Если вы всерьез заинтересовались направлением защиты информации, ищите высшие учебные заведения, которые учат по вот этим профессиональным стандартам, где образовательные программы соответствуют этим профстандартам. Это сложно. Стандарты, как видите, 2016 год, это достаточно свежие стандарты. Требования к ним очень серьезные. И да, конечно, для больших организаций, в том числе нашего любимого университета, выполнить эти требования очень сложно. Так же, как и для всех университетов по всей стране. Да, их единицы. Надо выбирать, смотреть. Ну, если интересует, поступать. Так, я хочу дополнить предыдущий слайд. Там можно, если нас слушают уже выпускники или люди, окончившие уже свое образование, да, можно пройти переподготовку или повышение квалификации. Если у вас уже есть диплом о высшем образовании, то можете пройти повышение квалификации на определенное количество часов, 512, 206, допустим, да, программы, согласованные с Совстек России, ФСБ России, или если среднеспециальные закончили, то профессиональную переподготовку можете пройти, поэтому не стоит отчаиваться, не поздно, можете таким образом начать свою карьеру в этой области. Все. Дальше. Ну вот у меня еще один слайд есть он тоже касается обучения. Соответственно, это в привязке к лицензионным требованиям. То есть организация, если хочет начать работу по защите информации, например, по технической защите конфиденциальной информации, лицензирующим органом является ФСТЭК России, Федеральная служба по техническому экспортному контролю. Это федеральная служба, она работает по всей стране, подведомственна Министерству обороны страны, в специальном подчинении у президента напрямую также. Это организация, которая разрешает заниматься технической защитой конфиденциальной информации. Ну, соответственно, существует федеральный закон 99-й о лицензировании отдельных видов деятельности. Дальше идет постановление правительства 79-е по технической защите конфиденциальной информации. Ну и также административный регламент уже предоставления госфункции, выдачи этой лицензии. В этих документах все подробно расписано, чем, каким условиям должна организация удовлетворять, чтобы получить лицензию и начать деятельность. Соответственно, мы видим, что чтобы начать деятельность по технической защите конфиденциальной информации, в организации должно быть создано подразделение, которое будет этим заниматься, и руководитель этого подразделения, руководитель работ по лицензируемому виду деятельности, должен иметь высшее образование в области защиты информации. Какое высшее образование? Вот здесь, на этом слайде. Вот эти 5 специальностей. Соответственно, инженерно-технические работники, вот, они также обязаны иметь высшее образование по таким же профстандартам. По ФСБ России то же самое мы видим. Нормативка такая же идет, 99-й федеральный закон, постановление правительства, там 333 идет, если не ошибаюсь, 313, поправил, спасибо. И админрегламент уже, собственно, ФСБ России по предоставлению госфункций, выдаче лицензий на
криптозащиту. Ну и мы видим, что там требование такое же. Руководитель работ тоже должен иметь высшее образование, во-первых. И инженерно-технические работники тоже должны иметь высшее образование. Но там и тут есть небольшое исключение. Как мы видим, простандарты свежие, а когда простандарт появляется, учебное заведение должно ему соответствовать, и чтобы начать выпускать специалистов. Соответственно, ввели возможность также профессиональной переподготовки. Но если мы проходим профпереподготовку, курс этой профпереподготовки должен быть согласован с соответствующим органом. Соответственно, если мы по криптозащите учимся, ищем курс, который согласован по ФСБ, с ФСБ России. Если по технической защите конфиденциальной информации, тогда ищем курс, который со СТЭК России согласован. Также есть требования, конечно, к стажу работающего у руководителя. Ну, это уже подробности, это уже не будем рассматривать. В общем и целом, защита информации — это, ну, завершая уже, если коллеги не дополнят вопросы. Защита информации — это целое направление работы, целая отрасль. По защите информации проводится ежегодно несколько крупных конференций по всей стране. В Якутии мы тоже пытаемся этому соответствовать, выполняем все требования действующего законодательства для госорганов, сами выращиваем и имеем какой-то, скажем так, небольшой бэкграунд, да, профессиональный по защите информации. Это тоже есть уже. Делимся опытом друг с другом, работаем. Если хотите присоединяться, милости просим. Что нужно для этого сделать, подсказано. В общем, у меня все. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Вопрос можно, да, тогда? Хотел вопрос у вас спросить. Вот ребята меня спрашивают, да, кстати, если мы станем, например, специалистами в данной области, нет ли у нас ограничений по передвижению и прочее, потому что это уже входит в сферу государственных тайн, там прочее? Очень хороший вопрос. Видно, слушатели подготовлены, серьезно. Действительно, такое может быть. Ну, смотрите, как у нас по законодательству. Есть четко выделенная государственная тайна. Это информация о обороноспособности, это все данные о нашем государстве, узнав которые, можно подорвать, скажем, нашу национальную безопасность. И есть отдельно защита информации, не составляющая государственную тайну, но подлежащая защите. Это в нашем случае служебная информация, например, та информация, которая обрабатывается в государственных информационных системах. Это, например, персональные данные. Это очень большой пласт. Туда входят и данные о здоровье, жительстве, месте жительства, фамилия, имя, отчество. Ну, вот все данные, которые идентифицируют человека. Есть отдельные категории, там, врачебная тайна, там, адвокатская тайна, есть коммерческая тайна, отдельный федеральный закон есть целый. Так, в общем, что касается ограничения проезда, оно для сотрудников, которые занимаются государственной тайной. То есть, чтобы начать государственной тайной заниматься, нужно получить допуск государственной тайны. Здесь контролирующий орган ФСБ России. Соответственно, организация, которая дает допуск государственной тайны, сначала получает на это разрешение ФСБ России. Ну а дальше вся государственная система работает с этим человеком. Если он является секретоносителем, к нему могут быть применены ограничительные меры по выезду за границу. Еще вопрос, да, у меня два вопроса уже, да, кстати, от детей. Вопрос следующий, да, кстати, вот, например, вы не говорите название университетов, в которых можно данную специальность получить. Это закрытые университеты, что это? Ну, закрытые университеты опять те, кто учат по отдельным направлениям, которые касаются защиты государственной тайны. Это наших закрытых органов, ФСБ России, там, Минобороны и так далее. Но что касается гражданских университетов, да, их полно. Чтобы не рекламировать, просто я их не привел на слайдах. Хорошо, правильно, спасибо. Да, ребята, сами ищем. Да, вот есть профстандарты. Да. Главное, чтобы, если вам понравился университет,
Если вам интересна специальность, посмотрите, соответствует Да-да-да. ли она этому Да, профстандарту. Алексей Алексеевич представляет государство, поэтому он не может рекламировать у нас частные, ну, университеты в любом случае. И последний вопрос, да, так сказать, вот если у людей, да, так сказать, есть вот электронные подписи и прочее, то, соответственно, значит, есть цифровая идентичность, да, когда мы можем голосовать, используя свою электронную идентичность, ну, например, используя смартфоны и прочее. Очень хороший вопрос, и главное, я бы сказал, вовремя. Если я не ошибаюсь, сейчас праймерис будет Мгм. на выборы в Госдуму. Ну и наша партия, ведущая, которая самая крупная, «Единая Россия», они организовали праймерис, в котором, насколько я знаю, могут участвовать даже не являющиеся членами партии «Единая Россия». Так, в общем, этот праймерис будет происходить через госуслуги. Там все есть, мы можем через госуслуги. То есть мы в госуслугах имеем учетную запись, мы ее подтверждаем, там особый статус у нее появляется, когда мы можем через такую специальную подтвержденную учетку госуслуги какие-то запрашивать. Подтверждение МФЦ, например, делают, да? Вот через такую учетную запись мы можем проголосовать сейчас. Замечательно. Ну, то есть, ребята, мы уже становимся не только свидетелями, но и вы станете скоро участниками. Мы Да. участниками. Цифровизация идет и в госорганах, и в государственных услугах очень большая работа сейчас идет по цифровизации, по совершенствованию этих госуслуг, сквозные госуслуги, передовые, опережающие госуслуги. Если у нас раньше заявительный характер был, да, ребенок родился, мы берем родовой сертификат, идем там в ЗАГС, там получаем свидетельство о рождении, потом начинаем там льготы оформлять, в садик оформлять. Сейчас все эти процессы, они автоматизируются и, более того, становятся сквозными. То есть сразу же все будет, сразу же и составление документов, получение их, сразу же и запись в детский сад, сразу же и материнские капиталы и тому подобное. Хорошо. То есть формат диктует уже, да, так сказать, которым мы уже работаем. Фактически все эти цифровые вещи, да, так сказать, делают это возможным очень быстро все это сделать. И, соответственно, значит, получается, у нас скоро паспорта это будет наш смартфон, да, так сказать, или что это даже без всяких физических носителей. Так я понимаю? Да, все к этому идет. И здесь, опять-таки, подожди, опять-таки я прорекламирую свой доклад. Специальность защиты информации здесь играет важнейшую роль. Потому что, по большому счету, выпустите нормативный акт, скажите, что в телефонах теперь паспорта лежат. Технически это сделать просто. Какой-то айдишник там раскидал, и какая-то база данных, которая держит все данные о всех гражданах страны, и вот те паспорта. Но мы же знаем, что они могут утечь, и с этим электронным паспортом можно сделки совершать. Вот здесь будут работать специалисты по безопасности. Они были, есть и будут востребованными. Да, вот участник говорил то, что про электронные подписи, да? Они отличаются, есть усиленные или по-другому квалифицированные, да, электронные подписи и простые. Простым относится просто, можно сказать, сообщение на электронную почту, да, и есть усиленные с помощью шифровальных средств. А по поводу голосования, да, хочу дополнить то, что там главная проблема является в достоверности информации. Это одно из свойств, да, ключевых свойств информации. При передаче ее по каналам связи с клиента в сервер, да, и там проблема появляется в шифровании такого соединения. Нужно применять средства криптографической защиты информации, но там есть по текущим алгоритмам шифрования, они используют на основе случайных чисел, да? Но, можно сказать, это псевдослучайные числа. Но мы идем, вот как говорили ранее, к квантовому шифрованию. Там уже, можно сказать, гарантированные случайные числа, но там будут использоваться также злоумышленниками дешифраторы квантовые. Ага. Ну и по поводу голосования в некоторых регионах используют блокчейн-технологии.
для голосования. Ну, все, наверное, на этом мы завершаем сегодняшнюю очень интересную нашу беседу, вебинар, да, так сказать. Очень благодарю всех участников. Большое спасибо за то, что вы уделили нам свое драгоценное время. Ребята, если вы интересуетесь, пожалуйста, нам пишите, потому что мы вам дадим какие там, если информация есть дополнительная, да, так сказать, про то, что прочитать, что можно еще дальше изучить. То есть вы всякие ссылки и прочее вы получите от нас. Спасибо большое. Ну и следующий у нас будет тоже вебинар, посвященный уже, значит, новой медицине. Это будет уже в следующем месяце, получается так. Спасибо большое, ребята. До свидания. Меня зовут Павел Василий Климович, ректор Малой академии наук, ваш покорный слуга. Спасибо.